мира, международный турнир проводился в Индии, где очень успешно выступали и якутские спортсмены. Италия, да, казалось бы. Кыргызстан. Республика Кыргызстан. В этом году осенью в Чолпон-Ате состоится Всемирные игры кочевников. 4-е игры, где будут представлены и наши виды спорта хапсагай и масс-рестлинг. Монголия. Монголы, да, участвуют не первый раз на турнирах Хамалас Хапсагая. Узбекистан. Представитель команды Абдухалим Махмудов, мастер спорта по греко-римской борьбе, призер Азии по вольной борьбе. Абдул-Хаким Махмудов, призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе. А это, да, команда Китая. Внутренняя Монголия представлена. Тоже очень сильные борцы привезли. Некоторые из них, да. А вот и Грузия. Вот Уча Тапатадзе, который весит почти 200 килограммов. Сегодня он боролся, но не так успешно. Дважды проиграл, несмотря на такой солидный вес. А это Эстония. Андрей Батеев провел также 2 круга среди ветеранов. Такой, да, видный тяжеловес тоже. А теперь парад команд субъектов Российской Федерации. Коих здесь, да, представлено тоже значительное количество. Республика Алтай. Герман Алчонов будет бороться завтра в категории 75 килограммов. Призер чемпионатов мира по борьбе на поясах. У каждого из этих республик есть своя национальная борьба. А вот и главный мейкер турнира — это Евгений Жербаев, чемпион России, призер чемпионата мира, победитель Кубка Ивана Ярыгина. Евгений Жербаев впервые завтра попробует свои силы и навыки в борьбе хапсагай. Безусловно, надеемся, да, украсит наш турнир Забайкальский край. Арсалан Баженимаев. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Приветствуем команду Республики Татарстан. Республика Татарстан. Марат Шахмаев. У татаров есть тоже очень популярная борьба, которая тоже выходит наравне с хапсагаем на международную арену. Это Татар Куреш. Есть у них свои звезды, свои лидеры. А это Республика Тува и их грозный представитель, легенда Аяс Монгуш. Сегодня он поборется в финале среди ветеранов категории свыше 90 килограммов. Заявлен будет Аяс Монгуш и в абсолютном чемпионате сегодня. Аяс Монгуш, 17-кратный чемпион Надыма. Это крупнейший, да, самый престижный турнир по тувинской борьбе. Республика Хакасия. Виталий Толмачев. В прошлом году, да, хакасы ликовали. Их представитель Виталий Канджизаков стал абсолютным чемпионом в категории 75 килограммов, победив в финале Андрея Бекренева. Это команда Иркутской области. Их представитель Евграф Середкин. Мощнейший представитель. Боролся он сегодня в категории свыше 90 килограммов среди ветеранов. И хозяева соревнований
Его представляет Иван Семенов, мистер Абсолютка. Мастер спорта республики Наверное, один из самых титулованных борцов современности Якутии. Абсолютно чемпион многих соревнований, в том числе чемпионата республики, и в том числе и турнира Хангалас Хапсагая 2020 года. Иван Семенов, Кобейский Улус, село Мастах. Объединяющая народы мира. История Хапсагая. Все флаги в гости к нам. Силы, чести и духа народа. Но сегодня эта древняя борьба стала гораздо больше. Она превратилась в мост И между традиционный культурами якутский и хоровод народами Асохай, по всему да, в знак миру. дружбы народов и мира на земле. Он помогает людям понять, что несмотря на различия в языке, национальности Да, и очень языке, красивое зрелище. нас объединяют общие ценности, желание победить, уважать друг друга и стремиться к миру. Это борьба, которая объединяет не только на ковре, но и в сердце каждого, кто верит в дружбу, уважение и Да, силу красота. единства. Культурная, да, Настоящая часть победа турнира – Хангалас это Хапсагая дружба выходит между за народами. новые рамки. Всем участникам Кстати, и да, гостям этой ночью второго в Милане международного также турнира состоялась Гран-при церемония Хангалас открытия Хапсагая. зимних Олимпийских игр в Италии. Ну, а сегодня у нас открытие турнира Хангалас Хапсагая. Здоровый образ жизни, сила духа и патриотизм являются фундаментом величия борьбы Хапсагай. Пусть национальный вид спорта народа Саха станет символом дружбы и мира. Республика Саха-Якутия – огромный и удивительный край с богатой историей.